Ассаламу алейкум, Хамза Нагвасти. Доброе утро всем тем, кто смотрит нашу передачу. В общем, сегодня какого у нас число, Иса? 30. 30. Буквально вчера, 29 сентября 2019 года, была передача нашего уважаемого историка Хасана Бакаева. Вот. И там он говорил о имаме Шамиле. Я думаю, все те, кто смотрел эту передачу, были приятно удивлены, так как разговор и беседа, сама передача была так очень хорошо, четко построена, что ни с какой стороны нельзя было к ней придраться, так сказать. Действительно. Да. Я связался с Хасаном вчера же ночью, и я посетовал свое буквально так вот, если в кавычках сказать, негодование, то, что он ничего не сказал о Байсангуре. Это Байсангур, чеченский полководец, легендарный, наиб имама Шамиля. Не в упрек имама Шамиля будет сказано, но мы очень мало знаем о Байсангуре Биноевском. Надо прямо сказать, что идут большие дискуссии между дагестанскими и чеченскими не только историками, но и тех, кто находится в частности на сайте Facebook. Вот. Я бы хотел бы сказать, что дошло до того, что на конференциях в Махачкале, на исторической встрече, один историк, женщина, Патимат Тахнаева, по-моему, ее фамилия так, она даже уже выразила сомнение, что Байсангур Биноевский вымышленный персонаж. Вот, до того дошло. Вот, но не будем об этом говорить. Мы эту передачу выстраиваем не в упрек кому-либо, но тем не менее, перед вами находится прямой наследник Байсангура Биноевского. Его зовут Иса. Я его пригласил, чтобы он что-то, может, новое скажет о Байсангуре. Иса, мы делаем передачу специально на русском языке, чтобы русскоязычное население знало, о чем разговор. Мы с тобой, Иса, знаем уже более 40 лет. Вот. Буквально мы предварительно подсчитывали, что 25 лет назад, будучи оператором, мы с тобой строили передачу о Байсангуре, и я тебя представил всем как прямой потомок Байсангура. Вот, но мы знаем, что у Байсангура было два сына, и после гибели, трагической гибели самого Байсангура, они были в ссылке. Вот, один, значит, там умер, а второй приехал домой после отсидки, так скажем, но у него не было наследства. Вероятно, там врачи постарались. Ты каким являешься потомком Байсангура? От кого идете вы? Мы от брата Байсангура Бира Бинаевского. Как его звали? Бира? Бира. Бира. А сколько у него было братьев? 4, насколько я знаю. 4 брата. Можешь их назвать по именам? Бира, Умар и Сугунти. Сугти, да. Хорошо. 4 брата. Насколько я знаю, 4 было. Так, я смотрел на ваше, так скажем, древо жизни, да, Биноевское. Вот. Я бы сказал, что там не к чему придраться. Вот, сейчас о родословии мы говорим. Но когда я исследовал о Байсангуре, проводил исследование, да, мне довелось, значит, посмотреть вот эту схему древа жизни вашего рода, да, у нескольких представителей. И на удивление я заметил, что они все схожи как один к одному. Копировки такой никакой невозможно было быть, потому что я смотрел из разных регионов республики о тех биноевцах, наследников Байсангура, которые, например, не знаешь ты.
Вот. Ну и я подметил одну деталь. Там отсутствует на этой древе, на этой схеме не отсутствует, присутствует ветка, которая пуста. И вот когда мы стали дальше исследовать, тут надо подметить и сказать особую благодарность, я хочу выразить нашему исследователю, профессору Арсанову Пахрудину, который живет в Казахстане. Вот, я попросил его помочь, и мы сделали анализ ДНК. Сделали анализ ДНК и подтвердили, что Байсунгу Белоевский является чеченцем. Вот, там никаких сомнений нет, хотя некоторые, так прям скажем, люди дагестанского происхождения там утверждали, что Байсунгу Белоевский является дагестанцем. Но в этом мы убедились, что он является не дагестанцем, не осетином, не кабардинцем, он является чистым чеченцем. И вот в доказательство этого перед вами сидит прямой наследник Байсангура. Вот. Иса Хасиев, он проживает в городе Аргун, его знают здесь все. Вот. Теперь вкратце, что можно было бы еще сказать именно вот о той ветке, да, которая